7 часов 11 минут. Утро. Так, 18 вроде сегодня. 18 июля. 7 часов 11 минут. Спал на новом месте. Спалось хорошо. Вечером сжигал вот этот пластину от комаров. За всю ночь только один комар летал и все. Вообще ни одного комара не было. Вечером вот этим антикомарином побрызгал вот тут эти щели. И закрыл еще. Вчера у меня открыто было. Могут комары вот по трубе спуститься и здесь залететь. Очень легко. Ребят, закрывайте задвижки в избушках. Все щели обязательно, если не топите печи. Они залетают через трубу. Очень даже много залетает там. Здесь один комар летает. Блядь, нары все-таки мне надо переделать. Я даже вижу, что у меня нары, как сказать, может сегодня этим займусь. Хотя бы сантиметров на 3 выше поднять. Спать-то не мешает это, но мне вот глаза режет, прям режет глаза вот это все. Видно, что вот эта сторона ниже. На 3 сантиметра выше надо приподнять. Тулат здесь у меня ночевал. Вон он. И как ни странно, здесь комаров тоже, в принципе, есть много. Я ему вчера тоже сжигал вот этот раптор. Не раптор, а это пластину. Он тут ночевал. Ну, комаров хватает в коридоре. Воздух какой свежий сегодня. Пока тучи нету, вчера ложились, очень много было, затянутое небо. Сегодня с утра солнце, птицы поют. Безветренно. Вчера с утра ветер был, сегодня безветренно. Перед бурей всегда так, штиль перед бурей. Так что хрен пойми, может через час все изменится. А так лес гудит. Да. Ветер только тоже. Природа только просыпается, как и я. Сейчас проверим. Сено вот так надо проверять. Сток холодный. Значит, сено не испортится. Бывает так. Сток нагревается. Если влажная трава, вот так вот надо проверять. Суешь холодный сток. А если проверишь, и он горячий, он просто там преет. Когда чуть-чуть недосухая трава. Когда сырая трава, вот сток делаешь сырой травой, когда от погода еще дождливая. И от этой влаги он просто преет. Сток здоровый делаешь. Этот-то малыш у нас. Он доедает вчерашний. Я вечером его кормил еще. Он там хлебе, рыбу там давал ему. Остатки сладкие. Я имею в виду кости от рыбы. Сейчас я буду топить мангал. Приготовлю чай сперва сварим, а там уже по ходу жизни, может, что-нибудь буду еще делать. Нары вот это, почему я так вчера сделал, не понимаю. Так, почему так получилось? Делать-то нормально я сделал, самый легкий вариант это, думаю, приспустить вот эту сторону, что ли, или приподнять ту, там, 120-кой прибил, там 3-4 гвоздя там. Ладно, если что там включусь, расскажу, что сделаю, может так и оставлю, посмотрим.
Вот теперь я успокоился. Ну, где-то сантиметра 2, наверное. Чуть выше приподнял, и все уже стало ровнее. И даже чуть-чуть эта часть на несколько миллиметров выше стала. На мой глаз так показывать, не знаю потом. Потолще рейку стал, но уже такой крутой. Нет, не надо. А вот сейчас все хорошо. Теперь ничего трогать не стану. Рейку не спилю. Вон там можно эти нары чуть-чуть шире сделать. Там 2 доски тоже как бы под наром оставляю. Если что, тут чурку подложить какой-нибудь. Ну, можно из этой лавочки что-нибудь придумать. Лавочку поставить, сюда еще вторую чурку, брусок какой-то. И вот эти доски. И расширить, чтобы второй человек мог здесь ночевать. Ну, в принципе, можно выйти из положения в любом случае. Все, пока чайник там закипит, думаю, дай я сделаю эту работу, и все получилось. И вовремя, видите, 2 в 1 получилось. И чайник закипел, и я там работу сделал. Вот эти рейки, вот такой толщины. Хотел вот этот подложить. Вот, если так прикинуть, уже укоротил, уже думал, все, я поставлю. Блять, что ты делаешь? Вот такая разница. И потоньше я подложил, а толстый не подошел. Старая ножовка, дедовская, ручка еще дед делал. Смотрите, сколько лет. Вот так все. Вручную ножом все это делалось. Здесь он вроде делал. В полевых условиях, я имею в виду. Ну, пользуюсь. Сколько раз я вам рассказывал, показывал, что в таежных, возле таежной избы, чтобы не лежала, вот скажем, негодная, ну, бесхозная дощечка какая-то, не выкидывайте. Вот здесь у меня лежат они, вот эти бруски. Вот эти бруски, вот доски. В любой день, в любую секунду может там пригодиться. Понимаете? Не надо выкидывать там. Спилить и быстро-быстро сжечь, чтобы вот у вас возле избы там красота получилась. Вот рейка. Это в любой момент может пригодиться. Понимаете? И сейчас вот эта рейка мне тоже пригодилась. Сейчас укоротил и ход пошел. Вот тут у меня доски. Вот. Вроде бесхозная, некрасивая такая доска. Полудоска или я не знаю, полугорбыль.
А вот сегодня я спилил кусок и прибил вот так вот. Знаете, вот это все может любой день вам пригодиться. Но тоже захламлять вдоль избы нельзя. У меня здесь раньше шифером обложил вот здесь. Думал, чтобы нижние венцы от дождевой вода, чтобы не попадала. Я туда ставил шифер. И в один прекрасный день посмотрел, за шифером там плесень полностью. Ну, сырость там появилась. Вот это поддувало, я буду уезжать, это все открою. Сейчас у меня от комаров закрыто. Так, вот тут этот бардак, надо тоже, я не знаю, что делать. Я до сих пор еще думаю, стоит, не стоит это ремонтировать. Хрен пойми, пока не могу себя перевороть, ни на дрова спилить, ни на ремонт руки не доходят, не хочется почему-то. Не знаю, пока сегодня точно на него я даже близко смотреть не стану. Эту рейку тоже уберу отсюда. Тоже рано или поздно пригодится. Ладно, иди. В общем, ребят, мы в тайге. Очень много комаров, даже вода много. Да. Что, покажем, что у нас есть? А? Что мы купили? Покажем народу. Мы не охотники, не рыбаки, но всегда с уловом. Да, Тлами? Всегда. И сейчас я вам покажу, что у нас есть, что мы купили здесь. Так как мы не рыбаки, не охотники, остается нам только покупать. Вот поэтому, ребят, я остался еще на одну ночь, потому что захотелось мне вот таких карасей. Это настоящие золотые караси. У нас белых карасей нету, не водится. Вот смотрите, какие они огромные. Фух. Ну и одна щука еще. Это на уху пойдет. Вот. Где-то сантиметров 40, наверное. Но он хороший. Для ухи самое то. Вот. Вот такие экземплярчики. Ну, этот чуть меньше. Тоже вкусный. Раз в год я их ловлю. Много не надо. Это вполне достаточно для всей семьи. Не надо ведро, ни два, ни три. Вот это хватит. Если попалось больше, я был бы рад, но я доволен и этим. Так что купили мы. Мы не рыбаки, ребят. Да ты не рыбак, да ты не охотник. Да нет, мы это все берем, покупаем. Пожалуйста. Ух, красавцы, блин. Глаз радует вот такая рыба. Золотая рыбка. Наконец-то дым пошел. Там 2 полена подкинул. Надеюсь, загорится. Сполоснул лодку. Ну, я уже потихоньку собираюсь. Вон там у меня ящик, удочки. Перед отъездом еще я поднимусь на крышу. Вон там на трубе вот эту шапку. Я не знаю, как это называется, козырек. Вот это я сниму оттуда. И приподниму трубу. Потом разберу в стык вот эти 2 трубы. В общем, вытащу печку. Сейчас я покажу. Зимой проблемы были с печью. И вот я решил, не знаю, видно, надеюсь, видно. Вот этот стык. Вот и здесь я разберу. Там на 4 гайки у меня 4 болта. И переделаю, вот эту конструкцию переделаю. В общем, придется мне сперва приподнять трубу, потом вытащить вот это колено трубы, потом уже вытащить эту печку отсюда, и потом третью деталь, это верхнюю трубу вниз отпустить, вытащить вот сюда. И не знаю, это мы с Денисом вдвоем все это делали, не знаю, смогу ли я один, но надо. Потому что вот тут, ребят, ну, сколько я не старался, не пытался, все равно герметичности не получилось. И дергать вот это, как сказать,
деготь и вода, вот это конденсат, вот это все, блядь, такой запах выдает там, ну, не хочу. Я это переделаю вот здесь. Там эту печку тоже придется увезу домой. Там отверстие сваркой сделаю, чтобы вот это конденсат сразу в печь уходило. Сейчас вот он здесь. Слабинку нашел, он здесь воняет. Вот. Ну вот, ребят, примерно так. Тулан места не находит, туда-сюда, там, и жарко ему, капец. Очень тяжело переносит жару. Наконец-то, да, загорелась. Там лодку я приподнял, там оставлю. Может, еще будут в ближайшее время походу. Я не знаю, но все равно, рано или поздно там буду переходить на другой берег. Лодка пригодится. Вон, здесь оставил. Где-то 1,80 м, наверное, выше от уровня воды. Если вода поднимется, лодка не уплывет. Видно, слышно, лодка идет. Спускается. Рано утром кто-то поднимался. А сегодня движухи меньше, чем, блин, в эти дни вообще жесть. Тулан не пропустит. Код несены. Код несены. Остановился. Хариуса сейчас там будут проверять. Сейчас проводит. Посмотрю. Наверное, 10 ли за эти 2 дня. 10, от 10 до 30 лодок, наверное, туда-сюда, туда-сюда. Круглые сутки ездят. Не думаю, что такая движуха здесь. Постоянно кто-то едет. Морожку собирают. Узнали. Рыбак. Рыбак. Сергей, наверное, был, как я понял, на Судзуки 6. Без очков. Наверное, Сергей был с Алексеевки. Вот так. Примерно такой походик. Тулана надо еще накормить. Сейчас я рыбу доем. Остатки все ему с хлебом забодяжу. Ой. Чай пусть закипит. Чай попьем еще. Самое главное вот это разобрать мне печку. Доедаю рыбу. Вчерашняя рыба, остатки. Ну, как сказать, пол сковороды вчера отужинал. Сейчас это доем эту рыбу. Еще один помидор есть. И все. Потом уже дома буду домашнее есть. Это походная еда получается в походных условиях. На улице вообще духота. Немножко закрыл, чтобы лучи солнца не попадало. Вчера пытался радио включить. Ничего не получилось. Ни одной волны не поймал. Антенны нету. На второй избе хоть какая-то китайская волна. И сейчас слышно, а здесь вообще ничего не слышно. Беда с радио у нас. Не ловит ни хрена. Good.
Печку снял и вынес на улицу. Все хорошо получилось. Вот тут чердак такой. Тын-тын-тын. Здесь асбестовый шнур. Это придется мне сразу уберу, чтобы когда буду ставить трубу не мешалось. Вот. Ну, нормально. Я думал, труднее будет, но получилось. Короче, я увезу домой. Здесь вот это обрежу, уберу. Вот что я стыковочные делал. Смотрите, вот как видно, что деготь, смола, конденсат выходил наружу, вон до сюда. Вон, видите? Здесь и там прекрасно видно. И прокладка, асбестовая прокладка. Вон, асбестовая прокладка с глиной я делал. С герметиком. И сперва на глине был, потом герметик и швы заделывал. Но ничего это не удерживает. В общем, все капитально переделаю. Все как будет уже в следующий раз привезем. Как будет, что сделаю, я вам буду показывать. Я уже зимой об этом говорил, что я летом увезу. И трубу я переделаю. Две трубы. Это длинная труба. Еле-еле вытащил. А сейчас вспомнил, что мы с Денисом, когда ставили, у нас на потолке лист железный оцинкованный был не прикреплен еще к потолку. Потом установили, потом уже я прикрепил. Ну, нормально. Все хорошо получилось. Сейчас я загружаюсь, все это дело убираю и уже поедем домой. У меня осталось, наверное, буквально там на 25 минут съемки карта памяти. Вот так это все выглядит, ребят. Опять ремонт. Непредвиденный или предвиден. Запланированный, вернее, это запланированный ремонт. Немножко доработаю еще здесь. Тут все это глиной я закрывал, но все выходило наружу. Проблемы были с этой печкой. Сейчас все переделаю, как мне надо. И думаю, проблем никаких не будет в дальнейших наших походах. Так, показываю, ребят, в каком состоянии оставляем избу. В избе все чисто. Оставил спички. Пластина там. В банке еще пластина. Ну и в коробке, в ящике там спирали оставил. Картошку так и не съел. В общем, ничего из картошки не приготовил. Пускай тут здесь будет прохладно. Сейчас, когда вот здесь живешь, горячий чай, там, еда, сам тело там, через несколько дней изба нагревается. А так в избушке прохладно. Все. В следующих сериях уже будем ставить обратно печку на место. Подготовимся к осенним походам. Все четко будет. Все получится, как всегда, думаю. А на сегодня, на этот поход, будем уже все закрывать. Как сказать, мангал я потушил водой там с ведра. Ну все, изба, давай, до новых походов, до новых встреч. Тулана посажу вот сюда, в кузов. Так загрузился. Печка, 2 трубы, хлама, смотрите сколько. Мама, не горюй. Вот, ладно. Тулана там лежит, у него осталась еда, я вылил. Вон он, умирает от жары. Вон. Здесь сороки будут доедать вот этот хлеб с рыбой. Сейчас 2 лодки поднялись. Одного я заснял, потом еще 2 лодки поднялись. Я не смотрел, я не смотрю. Я за 3 дня 1 раз вот садился, я вам показал. Проехал, там Сергей, наверное, был.
Десятки лодок прошли, я ни одну лодку не посмотрел. Кто? Мне это не интересно, честно. Идут и идут. Буду у реки, посмотрю, поснимаю или просто поздороваюсь, кто там едет, там руку подниму, никаких проблем. А чтобы там, как раньше, сенокос идет, бежишь, кто там идет, интересно. Смотрите, там дождевые тучи появляются. Ну, а на сегодня будет дождь. Ну, сегодня прогноз был дождь. У нас сенокос закончился. В принципе, сейчас я, наверное, что-то влево. Эту палку с другой стороны сейчас поставлю. Ну, эту доску. Все здорово. Все получилось, как хотел. Вот так вот. Ну, чтобы не свалилось, там упор, два упора с одной и с другой стороны. И с двух сторон, спереди и сзади, в общем. Все хорошо. Тула, пошли. Сток, все. Поедем. Все, изба, давай. И вы, подписчики, ждите новые серии. Все, Кая. Лечам-то есть. Все. Лок, таче. Тула. Любопытный лок. Таче. Кайда че юрташуй. Тулан. Все. Тут тебе более комфортнее будет, чем в кабине. Там очень душно. Не только жарко, но и душно, и жарко, и все вместе в кучу. А здесь будет воздух для него. О, туча надвигается, ребят. Главное быстро доехать до дома, выгрузиться, а потом хоть и дождь будет. Нам не страшно потом. Вот так все это выглядит, ребят. Ладно. Сейчас я шлепки переодену и поедем. Ну, где-нибудь еще включусь, может. А так, в принципе, вот такой поход получилось. Вот так вот. Тащу дым. Продолжение следует, ребят. Следующий поход будет печка. Ждите новые серии. Сенокос закончился. Сенокос потом будет в следующем году. А в ноябре приедем за этим сеном. Так что много интересного еще ждут впереди вас. Вам будет интересно, что смотреть. Будем заготавливать дрова. Сейчас жарко, перебор и пожароопасно. Я не стал даже и пилить, потому что из-за всякой искры может, из-за где-то цепь попадет, там искра прилетит и загорится очень быстро. Нет, как-нибудь дождливую, сырую погоду этим займусь. Сейчас очень жарко и пожароопасно. Вот, ладно, поехали.
Ладно, я еще в одном месте остановлюсь там, посмотрю собаку. И, ну, основное уже проехали, здесь дорога более-менее. Пока дождей нет, да и хоть дожди есть, тут сухо. Опа, 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 опа. Лозик, такая машина очень жесткая, блин. Амортизация тут, мама не горюй. Посмотрел еще раз бездельника. Все нормально. Там уже окраина деревни. Опа. Ну вот, ребят, будем заканчивать. Вот такой поход получилось. Ждите новые сериалы. А сегодня все. Всем пока. Я поехал домой. Хватит.